Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию. Всеобщая декларация прав человека. Статья 5. Когда я пришел сюда, здесь сидели парни. Двое в форме, один в гражданском. Одного я раньше не знал. Рядом стояли сосед Джазыбай и его жена. Я спросил, что случилось. Сказали, овцу украли. Я им предложил осмотреть свой сарай. Предупредил, что я не держу скота. Пожалуйста, киргиле дедим, сарайды көргүлө, карагыла. Менде мал жок. Сразу после осмотра люди в форме предложили Автандилу Тынышеву проехать в пункт милиции для составления протокола. Мне сказали, что едем в местный ПОМ. Джазыбай поехал на своей машине. Меня посадили к незнакомцу, у которого украли скотину. Так и поехали. Но потом Джазыбай свернул в сторону. На мой вопрос, куда они, ответили, что позже догонят нас. Автандил даже и не подозревал тогда, что его ждет в ВВС. Как он рассказывает, в милиции оперативники начали шить на него дело, требуя подписать заранее подготовленные бумаги. Дело начало принимать совсем скверные обороты. Они свернули мне одну руку, во вторую дали ручку и потребовали поставить подпись на бумагах, где я значился как вор. Я спросил, с чего я должен расписываться, если это не я воровал овцу. Но меня начали бить, сначала кулаками, а потом заперли кабинет и начали жестоко избивать. Тынышев Автандил деген жигит бул аябай белгилүү, бул да кайра мындай коомго таанымал болуп айтылып атат. Бул таласта кайра токмок жеген бала. По словам Азиза Абдирасуловой, руководителя правозащитного фонда «Кылымшамы Лучвека», фактов применения физической силы сотрудниками органов внутренних дел десятки. Иногда дело доходит и до зверских убийств. Этого парня убили в ВВС Карабалты. Ему сначала порезали спину и сыпали соль. Пытки продолжились. Парню вспороли живот и в таком состоянии отвезли в Панфиловку и оставили там умирать. Всего в 2015 году более 200 человек обратились к правозащитникам по факту избиения милиционерами в стенах ИВС. От произвола редко жалуются на насилие со стороны милиционеров, просто потому что боятся. Ведь заниматься раскрытием подобных преступлений будут все те же милиционеры, поэтому неофициально эти цифры могут быть гораздо больше. Официальные цифры не раскрывают всю картину. Люди просто не могут довериться. Многие считают, что жаловаться на факты насилия не поможет. Автандила Тынышева стражи порядка избивали больше 3 часов, потом отпустили, но ребра были сломаны, почки отбиты, и он обратился в местную больницу за медицинской помощью. Приехали милиционеры в больницу, просили не писать заявление. Но извиняться было уже поздно. Автандил Тынышев написал заявление, и делом по неправомерным действиям милиционеров занялась прокуратура. Мы установили, что Тынышева избивали 3 милиционеров. По этому факту было возбуждено уголовное дело по 305 статье. Сейчас дело находится в суде. Кодекстин бир энесин негизинде кылмыш иши козголуп, 3 кызматкер жоопко тартылып, ал соттун кароосуна жиберилген. Насилие применяется для получения признаний у подозреваемых.
Согласно исследованиям, 85% всех фактов насилия происходят именно в органах. Пытки в милиции ради нужных показаний стали чем-то вроде ритуала, говорят специалисты. Опер кызматкерлери тергөөчү баары чогулткан далил, мисалы куралда колдун издери деле бар. В основном избивают из-за того, что так принято, ради улучшения показателей раскрываемости. Нередко бывает и так, что избивают подозреваемого, даже имея на руках все доказательства. Если разбить по процентам, то насилие часто применяется оперативными сотрудниками в 85,7% случаев. В 7,6% случаев избивают сотрудники ИВС. И в 13,3% случаев это следователи. Задерживать в изоляторе временного содержания по закону разрешается всего 48 часов. Но это только на бумагах. На деле же подозреваемых под стражей держат столько, сколько пожелают блюстители порядка. Так исследования говорят, что после задержания подозреваемого ДВС держат в 0,2% случаев в частном доме, в 27,2% случаев в кабинете оперативников. Следователи в 46,7% держат их у себя в офисе, в комнате ожидания в 10,1% случая, в авто в 5% и столько же процентах в других местах. Ички иштер органдарынын өзүнүн реформасы дагы өтө кечигип атат. Ички иштер органдары, мисалы, тергөө системасы дагы. Реформа МВД идет очень медленно. Например, в первую очередь нужно ввести хоть какие-то критерии для следователей. Тергөөчүлөргө эч кандай критерий жок. Мисалы, адвокаттарга айрым бир критерийлер бар. Сот болуш үчүн айрым бир критерийлер иштелип чыккан. Прокурор болуп иштеш үчүн атайын критерийлер иштелип чыккан. Бирок тергөөчү болуп иштеш үчүн эч кандай критерийдин кереги жок. Тынышев иши боюнча биз алдын ала ушул эмени алуу үчүн Талас областтык прокуратурага Мы получили обращение Тынышева и отправили сообщение в прокуратуру о том, что все участники избиения Тынышева до сих пор работают на своих местах. Иш козголуктан байланыштуу УПКнын 118 берене боюнча жумуштан убактылуу четтетилиш керек болчу. Расследование прокуратура закончила за 2 месяца, по результатам которого установлено, что эти милиционеры действительно избивали Тынышева. Но с тех пор прошло уже 2 года, а потенциальные преступники в погонах так и не наказаны. Бир дагы адам ушуга азыр жооп берген жок. Ким жооп берет, да? Никого не привлекли к ответственности, когда как в Конституции четко прописано, что ни один человек не должен подвергаться насилию. Адамгерчиликсиз мамилеге дуушар болгонго укуктуу эмес. Правда, судебные процессы по этому делу были, но окончательного вердикта нет. Все потому, что районные и городской суды продолжают футболить дело друг другу. Умышленное причинение какому-либо лицу физических или психических страданий, совершенное с целью получить от него или от другого лица сведения или признания, наказать его за деяние, которое совершило оно или другое лицо, или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или другое лицо к совершению деяния, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такое деяние совершается должностным лицом, либо по его подстрекательству, или с его ведома или молчаливого согласия, наказывается лишением свободы до 15 лет. Уголовный кодекс Кыргызской Республики. Между тем, пункт о наказании за насилие был введен в УК КР еще в 2003-м. Но за 13 лет к уголовной ответственности за насилие были привлечены лишь 2 нарушителей. Биздин эсибизде болгону бир гана факты бар, бир гана кылмыш иши. Мына акыркы 5 жылда бул Жалал Абадта. Мы помним только один факт, когда в Джалалабадской области засудили 2 милиционеров, применивших насилие по отношению к подозреваемым. Тогда одного закрыли на 10 лет, другого на 11. На сегодня в процессе находятся 46 уголовных дел. К ответственности по факту применения физической силы должны быть привлечены 108 людей. Сотторго нааразычылык ансыз деле көп. Соттордо ошол иштер аягына чыкпай жаткандыгы, кайсы бир коррупциялык элементтер барбы,
Демек ошол адамдар тийиштүү өзүнүн жазасын албай жаткандыктан ошо соттор балким бир көмүскө иштерди жасап жатабы деген менде тынчсыздануу бар. Тамек чегип, машина күтүп турсам эле, ушул жерден чаңдатып келип эле, мына чеңге мына сиденьянын тушуна мына чеңге. Я стоял здесь, курил и ждал машину. Как раз в это время подъехала «Жигули». Из машины вышел участковый Фархат. Пассажир жагынан астынан эле жана Фархат деген участковый. Ой, байке, бер жерде эмне турушту? Келди, мен учурашты. Участковый приехал не один. Из машины вышли избивавшие милиционеры и родной брат Автандила. Пьяный родственник предложил сторонам помириться. И вроде все и шло к тому. Но в какой-то момент милиционеры вновь сорвались и повторно избили Тынышева. Темирди алып атканда арматурабы же монтировка багаждан алып чыккан көргөм. Анан эле чап жер. Алла көлөккө келеме мындай эле тизелеп калдым. Тизелеп калсам эле били то ли арматурой, то ли другим куском железа. От ударов я сел и меня скрутили. Избивали долго. Требовали забрать заявление. Кой бер деп жулкунуп атсам эле бет маңдайыма келип эле талга чаап баштады. Тынышев опять попал в больницу. У мужчины были сломаны обе ноги, и ему пришлось сделать операцию. Ушул баардыгы эле жанагы биринчи иштин эмеси да. Это все результат первого инцидента. Если бы еще тогда все процессы были проведены согласно требованиям, такого не произошло бы. С насилием борется и правительство. Сейчас в республике работает Национальный центр против насилия. Также с прошлого года в Генпрокуратуре открылся отдел по расследованию фактов неправомерного применения физической силы. Ушул 6 айдын ичинде 16 кылмыш иши козголуп атат. Тиги жалпы прокуратура органы. Например, наш отдел возбудил с 15 июня 2015 года 16 уголовных дел по факту насилия. Мы также провели проверку всех республиканских прокуратур. Проще говоря, искоренение насилия мы начали с себя. И на сегодня к ответственности привлечены 12 сотрудников прокуратуры. Инициативу подхватил и Минздрав. В стране заработал отдел психологической экспертизы и также, согласно Стамбульскому протоколу, началась работа по документизации фактов насилия. Документ состоит из 3 образцов. Первое выдаем прокуратуре, вторая остается у нас, а третью отдаем пострадавшему. Это позволит избавить факты подтасовки и решения судмедэкспертизы в ходе судебных процессов. Работу активно ведут и правозащитники. Коалиция, состоящая из 18 неправительственных организаций, оказывает пострадавшим медицинскую и юридическую помощь, а правительственным органам – консультации. Сейчас Автандил уже начал спокойную жизнь в своем селе, но то, что он пережил, вряд ли можно будет забыть. Я приложу все силы, чтобы суд вынес справедливый вердикт, рассказывает мужчина. Справедливость восторжествует. Нельзя, чтобы они избивали и не отвечали за свои действия. Сколько еще людей несправедливо были избиты милицией. Я все равно доведу это дело до конца. Масштаб явления позволяет говорить, что это не произвол каких-то отдельных несознательных людей. Не единичные случаи, а система. Распространению насилия, жестокости способствует атмосфера бесконтрольности, круговой поруки в правоохранительных органах. Чтобы остановить этот беспредел, нужно активное взаимодействие властей и гражданского общества. В это дело должны быть вовлечены Минздрав и Генпрокуратура, слаженные действия которых помогут в раскрытии подобных фактов. В свою очередь, правоохранительные органы и органы по противодействию насилию должны создать твердый мост взаимодействия. И лишь тогда работа станет результативнее.